Здравствуйте, в эфире программа «По существу» о том, востребованы ли сейчас психологи и психотерапевты и другие профессии, связанные с качеством жизни. Поговорим с Владиславом Львовичем Семеновым, кандидатом экономических наук, деканом факультета управления и социальных технологий Чувашского госуниверситета. Владислав Львович, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. У вашего факультета такое емкое название. Почему он так назван? На первый взгляд может показаться, что на факультете объединены совершенно различные направления подготовки, такие как техносферная безопасность, управление качеством, инноватика, психология, промышленный менеджмент, психолого-педагогическое образование и специальность клиническая психология. Однако все они тесно взаимосвязаны между собой, так как в совокупности ориентированы на обеспечение качества жизни населения нашего региона. Например, одним из основных показателей качества жизни является обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита ее от техногенных рисков. На решение данной задачи ориентировано направление подготовки техносферная безопасность. С другой стороны, качество жизни напрямую зависит от уровня развития человеческого потенциала, качества образования, морально-психологического климата в обществе. На решение данных задач ориентированы такие направления подготовки, как психология, психолого-педагогическое образование и специальность клиническая психология. Хочу отметить, что мы социально ориентированный факультет, так как наши студенты принимают активное участие в программах международного сотрудничества и получают возможность насытить, конечно же, свои знания не только по будущей профессии, но и совершенствовать свой разговорный английский. Например, для направления подготовки и управления качеством очень важно знание английского языка, так как наши выпускники в своей профессиональной деятельности работают с международными стандартами, которые издаются на английском языке. В связи с этим для наших студентов на факультете организована дополнительная программа профессиональной переподготовки «Деловой английский», диплом по которой наши выпускники получают совместно с основным дипломом по будущей профессии. Знания, полученные по двум специальностям, успешно помогли мне выиграть грант Year Program на годовое обучение в США. В течение года я обучалась в Государственном университете долины Сагина, штат Мичиган. Мы учились наравне с американскими студентами. Я изучала контроль и управление качеством, управление производством, методы управления цепи поставок и другие. Я очень горжусь тем, что то, что мы изучали в ЧГУ, также изучают и студенты в США. Я с гордостью могу сказать, что ЧГУ предоставляет качественное и востребованное образование во всем мире. Вы упомянули такое направление подготовки, как управление качеством и техносферная безопасность. Кем работают выпускники? Данные направления подготовки относятся к инженерным специальностям, то есть напрямую связаны с производством. Поэтому вступительными экзаменами здесь являются профильная математика, физика и русский язык. Рассматривая техносферную безопасность, необходимо отметить, что во всех организациях, независимо от формы собственности, с численностью персонала 50 и более человек, в структуре управления имеется служба охраны труда. И это обязательное требование в рамках российского законодательства. В рамках данного направления подготовки мы как раз-таки готовим инженеров по охране труда, инженеров по пожарной безопасности, специалистов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, которые могут работать не только на предприятиях промышленности, но и в государственных учреждениях, например, в подразделениях МЧС России. Управление качеством – весьма интересное направление подготовки. Данный специалист работает в отделах управления качеством, технического контроля, службах внутреннего аудита, в отделах сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, стандартизации. Вы сказали, что у вас на факультете готовят психологов и клинических психологов. В чем разница? Во-первых, психология – это бакалавриат.
А клиническая психология – это специалитет, то есть разница между ними в сроках обучения. В первом случае это 4 года, а во втором 5,5 лет. В чем же разница между психотерапевтом, психологом и клиническим психологом? Психотерапевт на самом деле врач, который использует на практике как психологические приемы, так и медицинские методы, назначая пациентам лекарства, то есть требует медицинского образования. Клинический психолог также работает с пациентами, но лекарственных препаратов не назначает. В центре его внимания это человек с душевными болями, расстройствами, трудностями адаптации, связанными с его здоровьем. А психолог помогает нам справляться с трудными жизненными ситуациями, конфликтами, семейными проблемами, помогает нам правильно расставлять цели, достигать их, повышает нашу самооценку, то есть работает только психически здоровыми людьми. Чувашский государственный университет является единственным образовательным учреждением, которое выпускает специалистов данного профиля. Я сама закончила данный университет в 1990 году. Я хочу сказать, что высокий уровень знаний, высокая теоретическая база, практические навыки студентов, окончивших Чувашский государственный университет, позволяет сразу со студенческой скамьи пополнить ряды практикующих психологов. Наукой наверняка тоже занимаетесь. Как научно-исследовательская деятельность организована на факультете? На факультете организована проблемная научно-исследовательская лаборатория «Проблемы качества в регионе», в рамках которой наши студенты совместно с преподавателями занимаются изучением вопросов повышения качества социально-экономического пространства региона. Создано студенческое научное бюро «Контроль качества», где у наших студентов есть возможность реализовать свой научный потенциал. А также большинство наших студентов совместно с преподавателями участвуют в региональных, всероссийских и международных конференциях. Говорят, у вас очень спортивный факультет. Каких достижений добились студенты? На нашем факультете обучаются очень активные студенты. Практика показывает, что студент, который социально активен, творчески целеустремлен, ориентирован на победу, достижение высоких результатов, в конечном итоге трансформируется в высококвалифицированного специалиста, мастера своего дела. И это связано с тем, что он умеет правильно расставлять приоритеты, умеет мобилизовать свои психические, физические и моральные качества. Кстати говоря, мы этому тоже, конечно же, учим. Назовите 5 причин, почему стоит поступать на ваш факультет. Это, во-первых, востребованность наших выпускников по всем направлениям подготовки и специальности. Это, во-вторых, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. В частности, у нас на факультете работают 7 докторов наук и 34 кандидата наук. В-третьих, это коммуникабельность наших выпускников, которая прививается в ходе всего обучения. Это, в-четвертых, наличие на факультете всех уровней высшего образования, а именно 6 программ бакалавриата, 1 программы специалитета, 2 программ магистратуры и 7 программ аспирантуры. Ну и, конечно же, самое главное, в-пятых, мы единая, большая, дружная семья, где каждый готов помочь другому в трудную минуту. Владислав Львович, спасибо за интересную, содержательную беседу. Надеюсь, в этом году ваш факультет пополнится активными и пытливыми умами студентами. Спасибо, Елена. Я напомню, что сегодня мы беседовали с Владиславом Львовичем Семеновым, деканом факультета управления и социальных технологий Чувашского государственного университета. До встречи в эфире.